Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Здравствуйте. Хочу вас тоже поблагодарить за то, что вы сегодня собрались в этом прекрасном зале в связи с юбилеем моего отца Гиль Михайловича Камаева. Для меня отец – это пример удивительной порядочности, оптимизма, целеустремленности и мужества. Прежде всего, мужество в преодолении, казалось бы, непреодолимых трудностей в жизни. Он родился в 1901 году в маленьком провинциальном городке Тетюши, в семье волжского грузчика и рачки-паденщицы. Условия жизни семьи были, можно сказать, ужасающие. По воспоминанию отца, который он говорил нам, иногда рассказывая о своем детстве, иногда в доме нельзя было найти даже кружки хлеба, и родители мучительно размышляли над тем, как же с детьми дожить до весны. Два острых, таких ярких чувства сопровождали его в детстве, в юности. Отец рассказывал, это, конечно же, чувство голода, такое невыносимое чувство. И вы знаете, вторым чувством было, может быть, даже фанатическое, фантастическое по напряжению стремление получить образование. Его отец, неграмотный грузчик, тоже мечтал об этом, и поэтому при рождении он дал ему имя Гиль. В переводе с арабского это знание. Он мечтал, что сын выучится грамоте и станет писарем, и выберется из этой нищеты. Посещать школу у него не было возможности, таких, как он, тогда не брали в школу, потому что не было соответствующей одежды, не было обуви. Отец обещал устроить его в школу, заработав денег, но он скоро умирает, потому что простудившись на своих заработках. И Гиль, вы знаете, в этом возрасте, в 8 лет, он как бы осознает, что он сам ответственен за свою судьбу. Это удивительное чувство мальчика, потому что мама вряд ли ему чем-то могла в этой ситуации помочь. Когда ему исполняется 9, мама подзывает его к себе и говорит: «Сынок, ты уже большой, надо искать работу». С большим трудом он устраивается погонщиком лошадей к ломовому извозчику по фамилии Тукеев. И вот этот период жизни, 2 года, который он провел там, он часто сравнивает с жизнью Ваньки Жукова из одноименного рассказа Чехова. Те же унижения, часто побои, работа за еду. И единственным воспоминанием, говорил отец, теплым чувством того периода было его общение с лошадьми, с которыми он и ел, и спал в этой конюшне, которые обогревали его своими телами морозными ночами. Через 2 года, не выдержав такой жизни, он сбегает на пристани и становится носильщиком багажа. И вот, обливаясь потом, эти мальчишки с багажом бежали по лестнице вверх. Лестница огромная, 300 как минимум ступеней.
а затем мчались вниз обратно, чтобы заработать лишнюю копейку. И если, по словам отца, ему удавалось заработать 3-4 копейки в день, а по тем временам копейка – это небольшая миска муки, то 1 копейку он оставлял себе. И этот голодный мальчишка, босоногий, после работы с этой копейкой бежал не в продуктовую лавку, он бежал в лавку книжную, чтобы купить вот такую тоненькую книжку издательства Сытина для народа. Там были картинки, были рассказы небольшие, были стихи, даже известных поэтов. И все это он жадно прочитал. И вот здесь у меня слушатели часто задают вопрос, а как же, где, в какой среде он научился грамоте и осуществил свою первоначальную мечту и мечту своего отца. А это было удивительно. Он научился по какой-то своей очень интересной методике, расспрашивая пассажиров, сошедших на берег, как читается та или иная буква в названии Волжского парохода. Выучив их все, он долго не мог сложить их в слова. И первое слово, которое ему удалось прочитать, это было название Волжского парохода «Фортуна». Вы потом увидите фотографию этого парохода на нашей выставке. Конечно, он не знал значения этого слова тогда. Фортуна, судьба, удача. Много позже нам, детям, он говорил, что он уверен, что судьба человека все-таки должна находиться в его руках. И он должен не упустить свою удачу, которая встречается у него в жизни. Читая эти книги, он заучивал стихотворения, а потом в часы отдыха на пристани, взобравшись на бочку, декламировал их для своих слушателей. А слушателями были те же неграмотные грузчики, которые, однако, всячески поддерживали это его стремление к учебе. И вот однажды, и это была первая, наверное, большая удача в его жизни, эту картину застала проходившая мимо скромно одетая женщина, как оказалась учительница начальных классов Антонина Михайловна Малыгина. Она подошла и спросила у него: «Мальчик, ты где учишься?» За него ответили грузчики: «Да он букваря-то в руках не держал, самоучка он». Тогда она пригласила приходить к ней в свободное время. И вот урывками по вечерам он бегал к ней писать диктанты, решать задачки, и каждый раз уходил от нее с томиком стихов Некрасова, Пушкина, Лермонтова. Читая эти книги, он как бы приоткрывал для себя другой мир и пристальнее вглядывался в окружающую действительность. Так, я думаю, продолжалось 3-4 года. И вот, когда ему исполнилось 15 лет, он, заработав немного денег на строительстве с артелью моста под Бугульмой, едет в Казань мимо Тетюш навстречу своей мечте чтобы поступить в татарскую учительскую школу. Это было единственное учебное заведение тогда, где принимали детей из простых татар. С большим трудом
поступив в это учебное заведение, он начинает прилежно учиться. И именно там у него появляется первый проблеск интереса к химии, потому что этот предмет ведет химик по фамилии Примешников, влюбленный в свой предмет, который практически ухитряется при малой материальной базе даже какие-то интересные опыты проводить, и затем даже водит их на экскурсию в Бутлеровский музей в университет. Но денег надолго не хватает, и судьба снова поворачивается к нему спиной. Он начинает питаться только раз в день, вода и черный хлеб, и даже теряет сознание на уроке математики, решая задачку про вкусную еду. И снова возвращается в тетюшек, потому что заболевает от недоедания. Снова начинает таскать груз. Но тут в стране происходят кардинальные перемены. И слух об отречении царя доходит до тетюш, и любознательный паренек снова едет в Казань, чтобы разобраться в происходящих событиях. Он с головой окунается в эти революционные митинги и демонстрации, слушает известных революционеров, знакомится с ними, Николай Ершов, Муланор Вахитов, и, что удивительно, даже сам начинает выступать на этих митингах и получает кличку Гзыл-Аус, красная глотка, которую ему дали байские сынки. Конечно же, после Октябрьской революции он снова восстанавливается в этой учительской школе, и тут уже получает койку в общежитии и стипендию, начинает прилежно учиться, и один из первых в Казани вступает в ряды комсомола. Его захватывает и комсомольская работа. В 1920 году он получает диплом учителя, и его тут же направляют в Красную армию. Он успевает поучаствовать в нескольких сражениях гражданской войны, и наиболее крупные из них – это взятие Перекопа, переход вброд озера Сиваш. Затем по направлению он едет в Омск, участвует на Алтае в строительстве комсомольских организаций и в работе отрядов частей особого назначения. Знакомится тоже с известным большевиком Емельяном Ярославским, который, по настоянию которого в 1922 году наконец-то получает направление на продолжение обучения. Он едет с путевкой поступать в Томский государственный университет. Это вторая, наверное, крупная удача у него. Учиться таким, как он, пришедшим только с фронтов гражданской войны, было ой как непросто. Денег не хватает, он опять идет грузить на барже на реке Томь. Затем его назначают заведующим детским домом, а последние уже курсы он работает, преподает химию в тюрко-татарском педагогическом техникуме и заведует учебной частью. Вот здесь на выставке есть даже благодарственное письмо, которое он получил от своих учащихся этого техникума, где они обязуются после него тоже продолжать усердно свое обучение. Его рвение в освоении химии в Томском университете не осталось незамеченным, и его руководитель научный, замечательный человек, химик-органик
молодой Борис Владимирович Тронов оставляет его у себя в аспирантуре. Его коллеги некоторые из среды бывших революционных специалистов возмущаются при этом. Как вы оставляете в аспирантуре грузчика, да еще татарина, да еще коммуниста? Но тем не менее он остается в аспирантуре, и вскоре уже по его заявлению и по запросу татарского обкома партии его переводят в аспирантуру Казанского государственного университета. Он попадает под научное руководство к замечательному, очень известному уже ученому-органику Александру Ермингельдовичу Арбузову. Их два аспиранта в то время у Арбузова, он и его сын Борис Александрович. Арбузов был очень строгим руководителем, он и требовательным. И по воспоминаниям отца, иногда они с Борисом работали по 16-18 часов в день и даже оставались ночевать, расстелив между столами в лаборатории постель. Кроме этого, учась в аспирантуре, он еще преподавал в Татарском коммунистическом университете, был такой, и переводил учебник химии на татарский язык, а также составил справочник химических терминов на татарском языке. Это было очень важно в то время, потому что республика была заинтересована в подготовке своих тоже национальных кадров. Очень большим событием в этот период обучения в университете явилось то, что в Казани прошел 5-й Менделеевский съезд химиков, где Гель-Камай выступил с докладом. И этот доклад имел тоже большое обсуждение. Все это было очень полезным для него. А после окончания аспирантуры Совнарком СССР направляет его и еще одного молодого математика, который потом стал одним из основателей Казанского авиационного института, Николая Читаева, на стажировку в Германию. И Гель-Камай попадает в Тюбингенский университет к известному химику, органику Якову Мейзенгеймеру. Сначала он занимается исследованиями, продолжает работу над исследованиями азота и фосфора, а затем Мейзенгеймер разрешает ему по просьбе Камая работать над соединениями мышьяка, мышьяк-органических соединений. И вот это направление, взятое еще в Германии, становится приоритетным в его дальнейшей научной деятельности. В окружении его никто не знал русского языка. Ему повезло, что он познакомился с одним тоже стажером, с турком, который знал турецкий, естественно, и немецкий язык. И очень-очень вплотную стал заниматься изучением немецкого языка. И уже в конце стажировки он опубликовал статьи и выступил и сделал выступление на немецком языке. Он вернулся в Казань в 1930 году. И это был уже вполне сложившийся исследователь. Внешне, конечно, он имел облик такого молодого европейца. Именно в этот период у него сложилась и семейная жизнь. Сначала он считал, что
он не вправе завести семью, пока он не осуществит свою мечту, не станет ученым. Но, встретив мою маму, он отошел от этого своего принципа. Мама происходила из семьи очень известных деятелей культуры. Ее отцом был Камиль Матыгет Ухватуллин. Это издатель первых татарских журналов и газет, друг и наставник Габдуллы Тукая. Когда его газеты были закрыты в годы реакции, он начинает свою певческую деятельность и также оказывается у истоков татарской эстрады. И вот в его доме как раз они познакомились и создали очень крепкую семью. Мама, которая, Раиса Камиловна Камай, которая хотела и мечтала стать тоже актрисой, певицей, как и многие в ее родне. Увидев, знакомившись с отцом, наверное, оценив его личность, вы знаете, она, в принципе, забыла об этой своей мечте, вернее, отложила ее и посвятила свою жизнь созданию крепкого тыла, надежного. Именно этот тыл помог отцу выстоять много позже, уже в годы репрессий, в сложных ситуациях, потому что он знал, что его всегда ждут и ему верны. Ну, о научной исследовательской деятельности вам расскажет Денис Михайлович. Я просто хотела еще добавить к этому, что, несмотря на свою огромную загруженность, занятость научной и педагогической деятельностью, отец всегда говорил нам, что необходимо расширять свой кругозор. Надо интересоваться не только наукой, но и разными видами искусства, что он и делал в небольшое, но свободное время. Интересовался классикой, интересовался современными достижениями литературы, театра, живописи. Он говорил, что это способствует не только тому, что человек более полноценно познает жизнь, но это помогает ему и в выбранной им области глубже проникнуть в ту или иную тему. Этому он посвятил свою известную статью «Нужен ли химику Гомер?». Она была опубликована в 1968 году в газете «Правда», имела широкий отклик. И я думаю, что молодежь, если заинтересуется, в интернете почитает. Она актуально звучит и сейчас. Я очень рад, что наша встреча сегодня состоялась. Вот было такое эмоциональное выступление Светланы Гильман, потому что это часть личной, семейной истории. Должен сказать, что тема Камая в некоторой степени она для меня тоже личная. Были знаки, были знаки. Помню, я еще был совсем мал, но уже был школьником. Я в своем родном городе, в Ижевске, любил посещать магазин «Политическая книга». Замечательное было место. Вот, и на полке букинистической литературы однажды я увидел такую серенькую книжку «День Камая». Ну, как вы понимаете, история химии не очень, наверное, меня тогда интересовала, но книжку я полистал. Это была та самая замечательная книга, составителем которой был Александр Сергеевич Лозовой, основатель нашего музея истории книг КХТ. Смотрел фотографии книг, богато иллюстрировано. Ну, не заинтересовался, не купил, о чем сейчас жалею. Но, тем не менее, в памяти вот эта фамилия, этот образ, они остались. Потом прошло еще некоторое количество времени. Я стал студентом университета.
И вот на кафедре органической химии Удмуртского университета работал в то время доцент Леонид Борисович Ионов. Я прекрасно помню эту фигуру, я учился на соседнем факультете, который вырос, по сути, из БХФ на факультете медицинской биотехнологии, конечно, там постоянно пересекались. Вот, а вот Леонид Борисович это был как раз один из учеников Ильма Хайровича Камая, его аспирант, специалист в области мышьяко-органических соединений. И если бы я знал тогда, что мне это понадобится, конечно, я бы Леонида Борисовича расспросил. Но, увы, к сожалению, и это не случилось. 10 лет назад я начал работать в Казанском технологическом университете. И вот тут уже от темы Камая, конечно, не отбиваться было некуда. И сегодня я хочу, продолжая тот рассказ, с которым выступила Светлана Гильмовна, коснуться Камая в основном как ученого, потому что эта тема, она тоже очень обширная и достаточно интересная. Вот мы остановились на том, что Камай возвращается из Тюбингена в Казань, и здесь начинается его достаточно успешная научно-педагогическая карьера. Если, работая раньше у Арбузова в качестве аспиранта, он занимался в русле темы учителя фосфор-органикой в основном, то, вернувшись из Германии, он уже является таким хорошим специалистом в области мышьяк-органики, и действительно эта тема будет его сопровождать всю жизнь. В 1929 году, сразу после приезда, он становится заместителем декана физико-математического факультета Казанского университета. Я напомню, что тогда физико-математический факультет, он в себя включал и химическое отделение. То есть вся Казанская химическая школа, она была сосредоточена вот именно там. Одновременно он начинает выполнять научные исследования в созданном незадолго до этого в научно-исследовательском химическом институте имени Гулливерова, директором которого тоже был Александр Эрмингельдович Арбузов. А когда в 1930 году создается Казанский химико-технологический институт, нынешний КХТИ, то он и там продолжает работу, опять-таки вместе с учителем, который стал основателем кафедры органической химии нашего университета, ныне она носит имя Александра Эрмингельдовича Арбузова, становится доцентом кафедры и одновременно занимает тоже заместителя директора по учебной и научной работе. Ну, надо сказать, что тут темы эти, они очень сильно переплетены, потому что в 1930 году, когда создавался КХТИ, он создавался, ну, по сути дела, путем административного объединения химического факультета Казанского политехнического института, где готовили инженеров, где таковой науки, в общем, и не было, и путем перемещения всех казанских химиков из Казанского университета к нам в вновь созданный КХТИ. И поэтому вот начинается вот эта очень долгая эпопея Александра Евгеньевича Арбузова в КХТИ. Закрывается химическое отделение здесь, в Казанском университете, его восстановят только через 3 года, в 1933 году в качестве химического факультета. Ну и, соответственно, вот в это время, в 30-е годы, работа Камая, она связана как с Казанским университетом, так и с Казанским химико-технологическим институтом, где в 1931 году он уже занимает должность профессора. Одновременно с этим он организует, как это, в общем, тогда и было в порядке вещей, когда в Казанский химико-технологический приходил крупный ученый, свою собственную кафедру. Кафедра эта называлась кафедра промежуточных продуктов и красителей. Вот он ее возглавил, но тут надо пояснить, почему это важно. Дело в том, что как раз вот в эти годы, в начале 30-х, в СССР активно осваивали технологии лаков, красок, красочных покрытий. Была создана первая советская кафедра по данной тематике в КХТИ имени Менделеева, это Анатолий Яковлевич Дринберг, вот, который потом в КХТИ тоже работал уже в годы войны, находясь в эвакуации. Вот в 1932 году Дринберг открывает первую кафедру. И это понятно почему, я думаю, не нужно этой аудитории объяснять, насколько велика и в обычной жизни, и в промышленности роль красителей. Ну, а что касается промежуточных продуктов, это такие соединения, как лины, талоидины, фенолы, метапензолы, хлорбензолы, нафталин, фталонгидриды и так далее, которые используются не только в производстве красителей, но и при производстве лекарственных препаратов, при производстве разного рода парфюмерии, душистых веществ, производстве моющих средств.
при синтезе полимеров и пластмасс, и последний в списке, но не последний по значимости, при получении взрывчатых веществ. Вот здесь, видимо, начинается такая очень плотная работа Камая с азот-содержащими веществами, которая тоже дальше будет углубляться, при том, что он будет вести работу в области фосфор-органической и мышляк-органической химии. Вот, кафедра промежуточных продуктов и красителей существовала до 1935 года, затем осталась только кафедра органической химии во главе с Арбузовым, где Камай становится профессором. Вот, в принципе, такая очень успешно складывающаяся, но довольно стандартная научная карьера. А в 1935 году начинается взлет Камая, который уже такой немножко нестандартный. В 1935 году Геймхайрович становится ректором, ну или как тогда говорили, директором Казанского государственного университета. Но должность эта была хлопотная, конечно, потому что было очень много хозяйственных забот. Нужно было завершать строительство общежитий, начинать строительство новых, вести очень обширный ремонт помещений. Нужно было завершать перестройку высшего образования с инновационного лада, который был еще в начале 30-х годов, на тот лад, который привычен сейчас нам, то есть лабораторно-бригадный метод заменялся на привычный нам метод лекционной, самостоятельной работы студентов, открывать научные кружки для того, чтобы талантливую студенческую молодежь пораньше вовлечь в науку, приучить ее к работе с научной литературой. И, в общем, это такая должность, конечно, которая требовала большого приложения сил, но Камай был в зените своих возможностей и, конечно, с удовольствием большим принялся за вот эту руководящую работу, не оставляя ни научной работы, ни лекций. То есть он вел и научно-методическую, и научно-педагогическую работу. Несомненно, что вот в эти 2 года, когда он был ректором Казанского университета, Геймхайрович нажил себе немало врагов. Ну, вспомним вот этот вот Козеловоз, да, его, безусловно, искренние и очень глубокие симпатии к тогдашней власти, которые далеко не все представители научно-педагогического сообщества разделяли. Это тоже надо понимать. И его искренность не все воспринимали, конечно, как искренность. Это один момент. Но, кроме того, он пришел на место ректора Векслина, который был устранен по политическим причинам. Там была такая история, дело Слепкова, правоуклониста, антисталиниста Бухаринца, и, к сожалению, оно повлекло большие изменения в жизни очень многих людей, и вот ректор Векслин тоже стал жертвой этого дела, и со стороны это могло выглядеть так, что вот обласканный властью человек подсидел своего предшественника. Разные могут быть версии и сплетни, вы можете и сами себе легко это вообразить. Ну и последнее, опять же таки, это возраст Камая. Я напомню, что Геймхайрович родился в 1901 году, а в 1935 году, соответственно, ему было только 34 года. И по тогдашним меркам, и даже по нынешним меркам, для ректорской должности это все-таки достаточно юный возраст. Так что завистников хватало. Для нас важно понимать причины этого взлета. Связаны они, конечно, с переменами во власти в Татреспублике. С 1933 года в Казани новый первый секретарь обкома Михаил Осипович Разумов уезжает, и на его место первым секретарем партийной организации областной становится Альфред Карлович Лепа. Вот Лепа, он уделял большое внимание развитию науки, культуры, гуманитарной сферы, национальной культуры. И, конечно, как и все руководители, он выдвигал определенные фигуры, в которых видел перспективу. И Камай как раз был из числа таких выдвиженцев Альфреда Лепа. И, кстати, признательность и высокую оценку Альфреда Карловича Геймхайрович он сохранил до конца жизни. Есть документ, он когда выступал с лекциями, он об этом человеке отзывался очень добрыми словами. Ну вот этот успех, вот это признание со стороны руководителя парторганизации, оно предопределило и скорое падение Камая. Уже осенью 1937 года он, предварительно исключенный из партии, снятый с должности, был арестован, и началось предварительное следствие.
Но говоря о теме репрессий, надо вообще иметь в виду два момента. То есть, когда историки изучают эту тематику, вот очень важно уходить от специфического стиля, всем нам хорошо известного, который можно назвать таким недифференцированным гуманизмом. Вот, и переходить к стилю академических исторических исследований, которые опираются все-таки на исторические источники, а не на литературные, не на фольклорные и так далее, которые вычленяют факты исторические и устанавливают их взаимосвязи. Вот. Конечно, без знакомства со следственным делом, по которому привлекался Камай, мы только отчасти можем представлять себе обстановку вот этих 2 лет предварительного следствия. Здесь, на нашей выставке, вы увидите ряд документов, собственноручно написанных Камаем, которые комментируют вот эти драматические для него тяжелые годы, но, безусловно, конечно, полное представление ситуации мы можем только составить после ознакомления со следственным делом. Это первый момент. А второй момент, необходимо все-таки рассматривать судьбу репрессированного Камая не изолированно, а в рамках общей темы политических репрессий. А для этого надо устанавливать имена и судьбы. Чем полнее, тем лучше. Ведь вот в то время, в конце 30-х годов, где-то около десятка человек было репрессировано репрессировано, это, кстати, официальный термин тех времен. Вот. Список этот полный собран, не собран. Судьбы прослежены, тоже не прослежено. А ведь тема сама по себе не была закрытой даже тогда, и в момент ее исторического развертывания имена этих репрессированных, они назывались, обсуждались в прессе, на собраниях, но в частности, опять-таки, на нашей выставке вы увидите и такого рода обсуждения в тогдашней прессе, которые касались Ильма Махараджа Камая. На имена нужно обращать внимание, потому что есть ряд чрезвычайно интересных имен с очень нерядовыми последующими биографиями. Если говорить о том, был ли Камай в чем-либо виноват, я абсолютно уверен, что нет, нет и еще раз нет. Но Камай вообще по тому времени это вот такой образец стопроцентной правильности, стопроцентной такой чистоты. И помните, у Евгении Гинзбург в ее замечательном произведении «Крутой маршрут» там передается один из диалогов со следователем. Вот как раз героиня Евгения Гинзбург, она приводит этот пример. Ну вот профессор Камай, ректор университета. Кто ж его арестует? Ну, оказывается, и это тоже возможно. И обвинения, по-видимому, были очень натянутые, то есть за 2 года работы какой-то убедительный материал, к счастью, следствию собрать не удалось. Ну, а, соответственно, уже в 1939 году начинается Бериевская амнистия, Ежовщина завершается, и Евгений Михайлович Камай, Борис Александрович Арбузов, сын будущего академика и сам будущий академик, они начинают вновь работу уже на свободе, но у них немножко изменилась биография. То есть, если раньше Борис Александрович работал преимущественно у нас в ХТИ, после освобождения он же переходит в Казанский университет и до конца жизни работает здесь. Евгений Михайлович Камай, наоборот, он прекращает работу в Казанском университете и полностью переходит на работу в ХТИ. Тогда уже интегрирован на кафедру органической химии, которой по-прежнему руководит будущий академик Александр Арбузов. Вот в таком виде биография Камая подходит к очередному драматическому, уже не сколько даже для него, сколько вообще для всей страны, для всего нашего народа, моменту как начала Великой Отечественной войны. Надо сказать, что тогда положение КХТИ имени Кирова оно сильно изменилось. К 2 факультетам, с которыми институт подошел к моменту войны, это спецфаку, то есть факультету, который занимался вопросами оборонной химии, механическому факультету, который тоже занимался вопросами обустройства оборонных производств, присоединился 3-й технологический факультет, который состоял из кафедр, созданных эвакуированными в Казань из города Ленинграда профессорами, преподавателями знаменитого Ленинградского химико-технологического института имени Ленсовета. То, что питерцы ласково называют техноложка. 3 года, с 41 по 44, пока длится блокада Ленинграда, КХТИ и ЛХТИ, они работают вместе
в одном здании, над одними темами, в рамках одной структуры, вместе учатся, потому что с профессорами приехали и ленинградские студенты, вместе живут. Нередко в самом прямом смысле слова, общежитий к тому времени не было, и нередко жили прямо в учебных корпусах. Вот таковы были условия войны. Камай, конечно, очень активно действует в этот момент. Он опять возвращается в 1943 году на должность заместителя директора по учебной и научной части КХТИ, то есть берет на себя такую очень серьезную организационную нагрузку. Он по-прежнему выступает как преподаватель, однако и во время войны основная его работа – это научная работа. Ну, здесь главное деяние Камая, которому мы его вспоминаем в связи с годами Великой Отечественной войны, это ресинтезирование такого боевого отравляющего вещества, как зарин. Зарин – это тоже фосфорорганическое соединение. В 1943 году зарин был в Казанском химико-технологическом институте ресинтезирован. До этого в Советском Союзе ни запасов этого отравляющего вещества не было, ни даже мы не знали, как его производить. Вот для того, чтобы поставить на промышленный поток производства зарина, нужно было сначала осуществить этот процесс в лаборатории. Но, естественно, монополия на зарин обладали его создатели. Немецкие химики, они не собирались с нами делиться. Более того, у немцев тогда уже было достаточно большое количество снаряженных зарином боеприпасов. И была, кстати говоря, нешуточная опасность, что немцы могут, видя, что война приобретает драматический и трагический для них оборот, применить этот зарин по нам, по союзникам, что, конечно, вызвало бы гибель миллионов людей. Вот. И вот работа по ресинтезированию зарина, которая проводилась у нас в КХТИ по заданию Государственного комитета обороны, это в том числе и была работа на опережение вот такого страшного сценария. Потому что легко применять зарин, если ты знаешь, что он есть только у тебя, но если он есть у твоего противника, есть хорошая вероятность, что он тоже по тебе его применит. А этот сценарий, он уже никак в головы Гитлера и его коллег по руководству Третьим Рейхом он не входил. В итоге в конце осени 1943 года зарин под руководством Александра Евгеньевича Арбузова был таки ресинтезирован, то есть был найден лабораторный способ его получения. Огромную роль здесь сыграли ближайшие ученики Арбузова Георгий Михайлович Камай и Александр Иванович Разумов. В апреле 1944 года завершились токсикологические испытания, и вскоре образцы зарина или ряда близких веществ, которые тоже были синтезированы в ходе вот этой работы, были Георгием Михайловичем Камаем доставлены в Москву. Но это знаменитая история, которая обросла массой таких очень красочных подробностей, как Камай ампул с этими веществами, кто-то говорит в верхнем кармане пиджака, кто-то говорит в ведре с песком, но в точности сказать не могу, как это дело обстояло. Я думаю, что, тем не менее, наиболее подходящий путь для обеспечения и безопасности, и секретности этого предприятия, он был Камаем найден. В итоге вот эта работа была сделана. Кроме того, Камай активное участие принимает в деятельности спецпроизводств, которые были развернуты на базе Казанского химико-технологического института. Это были, по сути дела, реальные цеха, где для нужд армии силами тех же самых профессоров, преподавателей, студентов КХТИ и ЛХТИ велись самая настоящая производственная работа. Война заканчивается. В 1944 году еще ленинградцы уезжают, технологический факультет закрывается, но уже в 1946 году было принято решение восстановить КХТИ технологический факультет. И в этом же году в рамках технологического факультета Георгий Михайлович Камай создает кафедру технологии органического синтеза, как тогда попросту говорили, кафедра ТОСа. Но тут надо понимать, что вот есть два основных направления в химии, это органическая и неорганическая химия. Соответственно, были у нас кафедры, которые занимались теоретическими вопросами, ну и технологическими тоже, кафедра органической и неорганической химии.
Здесь появляются в параллели и в дополнение к ним две технологические кафедры. Это кафедра технологий неорганических веществ и, вот, соответственно, кафедра органического синтеза. Камай продолжает активные исследования в области и фосфорорганической, и мышьяк-органической химии. Как раз в 1946 году ему повезло открыть механизм превращения триалкилфосфитов в диалкил-трихлорметилфосфонат. Вот эта реакция, она напоминает знаменитую реакцию Арбузова, которая состоит, если помнят присутствующие здесь химики, в алкилировании триалкилфосфитов с образованием диалкилфосфонатов. Но вот эта реакция, которую открыл Камай, она протекает по радикально-цепному механизму, а не как простая перегруппировка, которую мы наблюдаем в случае реакции Арбузова. В итоге вот это открытие, оно вошло в историю химии как именная реакция Камая. Только выдающиеся химики, как известно, удостаиваются в истории этой науки возможности иметь свою именную реакцию. Вот такую именную реакцию имел академик Арбузов, перегруппировка Арбузова. Такую реакцию получил, соответственно, Гильм Хайрович Камай. Еще один ученик академика Арбузова, Василий Семенович Абрамов, тоже реакция Абрамова. Это говорит, конечно, о силе и мощи арбузовской школы, ярким представителем которой являлся Камай. В основном вот это все, о чем я говорю, оно интересно как фундаментальная наука, как расширение возможностей вести синтез фосфорорганических соединений. Хотя у вот этих самых диалкил-трихлорметилфосфонатов нашлось и практическое применение, то есть они могли быть использованы для получения присадок с смазочным маслом, инсектицидов, пластификаторов и так далее. Тогда же, в 50-е годы, под руководством Камая, вот с особой силой развертываются исследования по поводу мышьяк-органики. То есть то направление, которое он освоил еще в Германии, оно развивается. Казань становится научным центром систематических исследований по химии органических производных мышьяка. Здесь осуществляется под руководством Камая синтез большого числа новых, неизвестных до этого мышьяк-органических соединений. Осуществляется всестороннее изучение их химического поведения, химических свойств. И главное, тут начинает формироваться школа Камая. И как направление исследований, которое было характерно для вот этого человека, и как совокупность его учеников. Но их было довольно много, и в истории, как это, если ограничиваться вот этими рамками, особенно глубокий след оставили такие ученые, как Леонид Михайлович Козлов, Евгений Васильевич Кузнецов, Алексей Михайлович Богданов, Борис Дмитриевич Чернокальский, Валентина Семеновна Гамайорова, ныне здравствующая, Сергей Владимирович Фридланд, Иван Михайлович Старшов и так далее. Многие из них потом сами возглавили кафедры, сами стали вести уже тоже в рамках своих школ серьезные, фундаментальные и прикладные исследования. С именем Козлова и Старшова, например, связано создание такого ключевого в современном КНИТу КХТИ подразделения, как нефтяной факультет, ныне Институт нефти, химии и нанотехнологий. Ну и, кстати, вот именно в связи с актуализацией темы нефти с середины 50-х годов кафедра, которую возглавлял Камай, она переименовывается. Она теперь называется так: кафедра технологий основного органического и нефтехимического синтеза. И получается краткое название ТООЦ. Если вы видите такое сочетание, теперь вы знаете, что оно обозначает. Среди учеников Камая особое место занимает, конечно, Александра Дмитриевна Николаева. Вряд ли кто-то из вас это имя слышал, хотя, конечно, если говорить о казанских ученых, это среди химиков одно из таких первостепенно значимых имен. Но дело в том, что вот в то время перед спецхимией, то есть химией, которая занимается вопросами обороны, ставились не только традиционные задачи, связанные с разработкой порохов, взрывчатых веществ и так далее, но и решение тех задач, которые имели, ну скажем так, очень широкую перспективу на будущее. Это, например, осуществлявшийся в то время переход от твердого ракетного топлива к жидким ракетным топливам. И тут надо было решить массу вопросов, необходимо было разработать окислители, другие моменты. Вот этими вопросами вместе с Камаем занималась Александра Дмитриевна Николаева.
У нее сформировалась своя научная группа довольно быстро, и, так сказать, с точки зрения формальной принадлежности, эта группа находилась в первое время в составе кафедры ТОС, которую возглавлял Камай. Называлась эта группа ТОС-2, кафедра ТОС номер 2. Понятно, что руководство Камая, оно вовсе не было формальным в случае этой самой ТОС-2. То есть вот тот его интерес к нитросоединениям, который проявился еще за несколько десятилетий до того, здесь он очень активно реализовывался на практике. Мы сейчас пока мало что знаем о деталях этой работы в силу того, что, естественно, эти работы имели закрытый характер. Где-то, по-моему, у Камая и Николаевой в открытых источниках вышло одна или две только работы. То есть мы можем пока только так очень общо это оценить, но это дело будущего раскрыть вот эту его сторону, о которой нередко забывает. Камай ведь был не только талантливым педагогом, не только был талантливым ученым, но и это я тоже всегда подчеркиваю, Камай был талантливым организатором. В том же самом 1946 году он становится ученым-секретарем только что созданного Казанского филиала Академии наук СССР. Но надо ли говорить, кто возглавлял Казанский филиал? Я думаю, вы уже догадались, этого человека звали Александр Леонидович Арбузов. То есть сразу же, буквально на должность ученого-секретаря созданного филиала, Арбузов привлек именно Камая. Тогда же в созданном химическом институте Казанского филиала, сейчас это у нас ИОФХ, Институт органической и физической химии Казанского научного центра Российской академии наук, Камай возглавляет одну из исследовательских групп, там тоже занимается вопросами мышьяк органики, и работа его в ИОФХе, она длится тоже до самого конца его жизни. В 1958 году, во многом по инициативе Камая, открывается комплексная проблемная лаборатория мономеров и полимеров в КХТИ имени Кирова. Ну, помимо всего прочего, это сопровождалось строительством новых помещений и дало возможность расширить лабораторный парк для ведущих направлений исследований в КХТИ, не только, кстати, для химиков и химиков-технологов, но и для механиков. Не следует думать, конечно, что Камай был увлечен только наукой, только педагогикой. Камай, будучи ярким представителем лучших традиций Казанской химической школы, хранил такую ее традицию, как поддержка связи с производством. Но это дал Дани учитель его Александр Евгеньевич Арбузов. И особенно актуально это стало в конце 50-х годов. В мае 1958 года состоялся знаменитый пленум ЦК КПСС по химизации. Соответственно, получают большие импульсы для развития всевозможные химические производства. На территории Татарстана это такие заводы, как химзавод имени Куйбышева, то, что потом стало ТАСМой. Это Казанский завод синтетического каучука, Казанский завод Оргсинтез. И вот как раз в решении вопросов стратегического развития предприятий активно участвует Ильм Хайрович Камай. Вы увидите на нашей выставке, кстати, вот тоже экспонаты, которые посвящены такой теме, как сотрудничество Камая с производствами. Но эту тему можно еще, конечно, тоже изучать и развивать. Ну и, кстати говоря, на КХТИ тоже этот пленум отразился. Открывается кафедра технологии пластических масс. А возглавляет ее один из учеников Камая, будущий профессор Евгений Васильевич Кузнецов. Светлана Гильмовна говорила уже о работе Камая как о просветителе, как о популяризаторе науки. Я тоже буквально два слова добавлю об этом. Ведь еще до войны в 1934 году совместно с Александром Евгеньевичем Арбузовым Камай выступил организатором Казанского отделения Всесоюзного химического общества имени Менделеева, которое объединило всех ученых-химиков нашего города. И он работал и в вновь созданном тогда Доме ученых. Он много сил уделял пропаганде достижений химической науки. Когда было создано общество знаний, он стал его лектором. Он выступал перед самыми разными аудиториями, перед школьниками, перед студентами, перед солдатами и офицерами гарнизона, расположенного в Кремле. Но, благо, далеко ходить было не нужно, семья Камаев проживала буквально по соседству от Казанского Кремля. Он публиковал статьи выдающихся химиков.
успехах химической науки. На обоих языках, по-русски и по-татарски, их очень много. Это и статьи, это и отдельные брошюры, книги, которые имели в то время очень большое значение, в том числе и для развития нашего представления исторического о том, чем является Казанская химическая школа. Камай высоко ценил свою татарскую идентичность, но считал этот вопрос не только личным, но и общественно важным. Вот уже говорила Светлана Гильмановна, что он принял участие в развитии, в создании учебных пособий именно на татарском языке. Позже, уже в 40-е годы, когда при ТАТНИ действовала терминологическая комиссия, которая в том числе пыталась разрабатывать лексику и для естественных наук на татарском языке, Камай принимал участие и в этой работе. В КХТЕ, как преподаватель-практик, Гильм Хайрович столкнулся с тем, что выпускникам татарских национальных школ, а тогда обучение еще было не только в рамках начальных классов, но и в рамках полного цикла обучения, вот тем, кто все предметы, включая естественно-научные, освоил на татарском языке, трудно дается учеба по инженерным специальностям, в том числе по химико-технологическим. И он организовал тогда чтение лекций на татарском языке, одновременно работу курсов, где подтягивали вот у таких ребят знания татарского языка. И это давало быстрые плоды. Вообще надо сказать, что сам ведь Камай в своей биографии опровергал деятельно и ярко тот стереотип, который был очень распространен до революции, о том, что представители мусульманских народов не способны к такой серьезной работе в области точных наук, естественных наук, инженерного знания, да, вот искусство, да, религия, да, торговля, да, а здесь как-то нет. Вот как раз Камай он это опровергал, и здесь уже оказывалось, что вот эти деревенские ребята, которые, казалось бы, менее всего подходят к делу освоения химических технологий, они демонстрируют выдающиеся успехи, тоже потом становятся и производственниками успешными, и доцентами, и профессорами. Здесь его роль довольно большая. Ну и, наконец, вот завершая, наверное, учитывая, что наше время ограничено, хочу сказать про такую яркую черту Камая, как все-таки понимание актуальности, принадлежности к идеологии. Камай был ученый-коммунист. Сейчас как-то не очень любят об этом говорить, а говорить об этом надо, потому что это очень яркая и важная часть идентичности Гильма Камая. Коммунист искренний, коммунист, который в коммунистическом учении увидел самую его суть, то есть это продолжение тех традиций, которые дала всему миру эпоха просвещения, это продолжение либеральных, исконных и лучшем смысле этого слова, традиций, и просвещения народа, и публицистики, отношения к образованию, к социальным программам. Это традиция весны народов, да, взгляд на освобождение наций. Все это спрессованное, развитое в рамках коммунистического учения, все это, конечно, было воспринято Камаем. Вы можете спросить, изменилось ли отношение Гильма Хайровича к советской власти после вот тех 2 лет заключения на Черном озере. Я могу ответить, опираясь на рассказы тех, кто был с Гильмом Хайровичем знаком и с которыми он неоднократно говорил на эту тему. Нет. Камай говорит, советская власть не надо. Это, я думаю, было абсолютно искренним его убеждением. Мы вообще в долгу у Гильма Хайровича Камая. Историки в долгу, потому что должна быть написана, наконец, научная биография Камая. Литераторы, кинематографисты в долгу, потому что вообще про таких людей, сыгравших такую большую роль в становлении науки, производства, высшей школы, можно писать книги, можно снимать фильмы. Возможно, мы такие произведения еще увидим.